Объекты, построенные в Ингушетии в рамках нацпроектов, успешно функционируют и не простаивают. Такие данные мониторинга представил главе республики руководитель управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства региона Бекхан Мальсагов. Ранее Махмуд Али Калиматов поручал внимательно изучить, как сегодня используются школы, детские сады, больницы, спорткомплексы и другая инфраструктура, созданная благодаря участию региона в реализации нацпроектов. Контроль охватывает не только техническое состояние зданий, но и то, насколько они задействованы, соответствуют заявленным задачам и приносят реальную пользу жителям. Мониторинг проводился проектным офисом совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами. Бекхан Мальсагов отметил, что уже сейчас можно говорить, что большая часть объектов не только успешно функционирует, но и стала важной частью повседневной жизни людей. Мы должны быть уверены, что все, что построено с участием федеральных и региональных средств, действительно работает, приносит хороший результат, оправдывает ожидания. Не должно быть мертвых площадей и простаивающего оборудования. Сегодняшняя проверка – это не формальность, а принципиальный подход. Она подтверждает нашу ответственность перед людьми, подчеркнул Махмуд Али Калиматов. С 2019 по 2024 годы Ингушетия участвовала в 11 национальных проектах, в рамках которых реализовано 43 региональных проекта. Общий объем инвестиций составил более 50 миллиардов рублей. Из них 47 с лишним миллиарда поступили из федерального бюджета, 2,5 миллиарда из регионального. Особое внимание было уделено системе образования. Более 26 миллиардов рублей направлено на строительство 41 школы и 26 детских садов. Эти учреждения позволили решить острую проблему дефицита мест и задали новый стандарт образовательной инфраструктуры в регионе. Кроме того, в рамках нацпроектов построено около 380 объектов, 3 объекта социального обслуживания, 5 учреждений здравоохранения, 20 спортивных объектов, 9 объектов в сфере экологии, 24 дома культуры. В транспортной сфере 60 новых дорог, а также благоустройство 191 общественной территории, включая парки, скверы и площади. За этими цифрами перемены, которые видны не на бумаге, а в жизни. Когда в селе появляется новая школа, когда дети могут заниматься спортом в современном зале, когда благоустраиваются дворы, это и есть реальное развитие. И наша задача не только строить, но и нести ответственность за каждую сданную в эксплуатацию площадку, добавил глава Ингушетии. Мониторинг продолжится до конца года, его итоги станут основой для дальнейших управленческих решений, в том числе по дооснащению, дополнительному обучению кадров и корректировке планов развития.